Добрый день, в эфире «Акцент», в студии Розалия Борисова. И сегодня у нас в гостях главный врач Нерюнгринской ЦРБ Ниргун Петрович Степанов. Ниргун Петрович, добрый день. Здравствуйте. Какой ремонт ожидается в детской поликлинике Нерюнгринской ЦРБ? Ожидается ли закупка нового оборудования? Какие изменения произойдут в работе поликлиники? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом выпуске. Совсем недавно были выделены средства для ремонта, получается, больницы. Какая работа будет проведена? Будет ли куплено новое оборудование? Да, действительно, по программе развития Дальнего Востока и Забайкалья выделяются федеральные средства, и там стоит пунктом капитальный ремонт детской поликлиники в городе Нерюнгри. Это наша поликлиника, здание четырехэтажное, 91 года постройки, 7400 квадратных метров площадью. Здание с момента постройки не ремонтировалось, поэтому оно, конечно же, нуждается в капитальном ремонте. Здание типовое. Мы провели, перед принятием решения этого, было несколько встреч с руководством Министерства по развитию Дальнего Востока. Значит, далее заместитель председателя нашего правительства Никифоров Игорь Германович там побывал. Было признано, что здание, оно в целом в хорошем состоянии, оно типовое, оно подходит для размещения детской поликлиники, и просто необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт. В рамках этого ремонта мы планируем полностью перестроить систему работы этой поликлиники, потому что современные требования изменились к поликлиникам. Это не как в советское время сейчас они работают, да, и там будут внедрены технологии бережливой поликлиники, например. Вот мы были Что это значит? с моими сотрудниками. Вот у нас есть районный педиатр Федоров Петр Артемович. Мы с ним были в Казани, например, да, и изучали работу вообще передовой поликлиники. Кстати, надо сказать, что это проект вот этой передовой поликлиники бережливой, да, он был разработан совместно с Росатомом. И была взята модель американской, по-моему, поликлиники, и был пилотный проект федеральный, на уровне федерального Минздрава, по внедрению вот этой бережливой, так называемой, поликлиники. А вот чем она отличается от простой? Вы когда приходите в поликлинику, что вы видите в первую очередь? Регистратура, очереди. Вот в бережливой поликлинике в Казани есть пилотная вот эта поликлиника городская, нет совсем регистратуры. То есть человек приходит, и там выстроено в ряд 5-6 информатов для электронной записи к врачу. И у каждого врача, значит, весь день расписан, значит, согласно приему пациентов, там фамилия, имя, отчество висит у него, во сколько приходит пациент с учетом времени приема, и все. А если требуется экстренная помощь, неотложная помощь, внизу работают кабинеты неотложной помощи, где 2 кабинета, там принимают врачи. Отдельно получается. Да. Поэтому человек, если хочет записаться в поликлинику, он либо 6 видов способа записи к врачу есть. Вот. Это можно самому прийти в поликлинику на информате, записаться. Очень простой информат там с крупными буквами, что даже бабушка может подойти и записаться. Если она этого не сможет, ей помогает служба сопровождения, обученный сотрудник там ждет, и он помогает ей записаться. Можно записаться, да, по телефону, работает колл-центр, да. Значит, можно записаться самому, это самостоятельно, со смартфона, там, с компьютера. Вот. И регистратура не требуется. Все, значит, амбулаторные карточки хранятся в отдельном помещении, называется карт-хранилище. Они по окончанию смены вот этого дня, они разносятся по кабинетам врачей. То есть пациент приходит, он записался, карта уже на месте. А карта уже у врача. Вот.
Вот это интересный как бы подход такой. Да, потому что сейчас же основная проблема, если нужна экстренная помощь, то либо не успеваешь записаться, либо сидишь в очереди, ждешь. Следующее, очень много времени у врача занимает бумажная работа. Да. Заполнение различных справок, бассейн, значит, оформление санаторно-курортной карты куда-то. Да? Это же не оказание как бы медицинской помощи в чистом виде, да? В Казани, интересно, они вывели из кабинетов врачей медсестер. Врач сидит один, и он общается с пациентом один на один. Медсестра организована, значит, пост медсестер. В холле стоит такая стойка, стол, и там сидят 2-3 медсестры с компьютерами. Они выписывают справки, оформляют направление на санаторно-курортное лечение, например, да, выдают направление на анализы. Вот эту всю огромную часть вот этой бумажной работы берет на себя средний медперсонал. Они то есть на каждый вид обращения предусмотрены отдельные работники? То есть они становятся как бы менеджерами, средний медперсонал. Врач сидит, он только занимается приемом пациентов или подписывает документы. Ну, вот такие вот есть современные подходы к организации работы поликлиники, что мы собираемся внедрить у нас в детской поликлинике нашей. А вот что касается оборудования, может быть, чего-то сейчас не хватает, что хотелось бы приобрести? Да, ну вот в этой же программе развития Дальнего Востока включено также оснащение оборудованием. Мы готовили заявку уже, начали эту заявку формировать год назад, и туда вошло 17 единиц оборудования. Оборудование это дорогостоящее, которое оно тяжелое, так называемое оборудование. Да? Общая сумма 164 миллиона рублей примерно. Ну, в первую очередь это магнитно-резонансный томограф. Надо сказать, что у нас в республике ни в одном районе нет магнитно-резонансного томографа. А в городе Якутске уже они появились, и практически в каждой поликлинике, что мы видим, горбольница номер 3, медцентр города Якутска, у них есть компьютерный томограф свой, да, поликлиника номер 1, например. Да. А, к сожалению, в районах, ни в одном районе до сих пор не реализован магнитно-резонансный томограф как метод диагностики современный. Этот томограф был включен в перечень вот этих оборудований, и он уже будет по нашим планам установлен в конце этого года, 2018 года. И ну, в этой заявке также рентгеновский аппарат современный, цифровой, который нам очень нужен. Да? Вот у нас аппарат, который установлен в поликлинике для взрослых, он работает со страшной нагрузкой. Мы однажды посмотрели, сколько было выполнено исследований, да? 14 тысяч исследований. Это за какой период? Снимков за год. Это огромная цифра. То есть там нужен специальный аппарат рентгеновский, да, вот, который не такой, наверное, супер, какой-то навороченный, супер такой точный аппарат, который для потока. Да. Очень надежный, который будет выдерживать такие сверхнагрузки. Да. Вот такой аппарат мы планируем также приобрести за счет федерального бюджета и установить в нашей поликлинике. Кроме того, в перечне этого оборудования видеоэндоскопический комплекс для выполнения малоинвазивных операций у женщин. Да. У нас уже работают видеоэндоскопические комплексы в травматологии и в хирургии. Например, вот вы, наверное, следили, если наши хирурги, они очень передовые, как бы, да, они внедряют новые операции малоинвазивные. Они вот в прошлом году убрали камень из желчного протока, убрали камень из мочеточника, вот, и именно с помощью такого комплекса видеоэндоскопического. И точно такой же комплекс мы хотим поставить для работы гинекологов, для выполнения операций на женской половой сфере. Вот, примерно так. Вот 17 единиц оборудования, и остальное оборудование, вот, это реабилитационное оборудование. Мы собираемся открыть реабилитационный центр для лечения пациентов уже после спасения их жизни. Например, у нас в Нерюнгри с 2010 года реализована программа, значит, сердечно-сосудистая программа, так называемая, да, в рамках приоритетного национального проекта. У нас работает первичное сосудистое отделение. То есть мы
забираем на себя всех пациентов с инфарктами и инсультами. И специализированные врачи в специализированном отделении им оказывается медицинская помощь. Но потом пациент выписывается в поликлинику, и мы стали наблюдать то, что они не соблюдают режим. Это зачастую, наверное. зачастую вот одинокие люди, они не осуществляют, не выполняют тот режим, который им предписан, да, не соблюдают рекомендации по питанию, не принимают лекарства. Вот. И сначала смертность у нас смертность снижается от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря вот развитию этого сосудистого отделения, да. Но к нам стали попадать повторные инфаркты и инсульты. По статистике мы это проанализировали, посмотрели. Оказывается, они не соблюдают режим. Мы им спасаем жизнь, выписываем их как бы домой, и вот это они получают повторные вот эти инсульты, инфаркты уже дома через некоторое время. И всем таким пациентам необходимо проходить реабилитацию в обязательном порядке, где их учат. Например, у пациентов с инсультами часто бывают двигательные расстройства, расстройства речи. Ими надо заниматься. Вот для этого и нужна реабилитация, полноценная медицинская реабилитация. Вот, что мы и собираемся сделать, реализовать с помощью вот этого оборудования современного, которое нам закупит с федерального бюджета. Нургун Петрович, спасибо, что посетили нашу студию. Желаем успеха в вашем нелегком труде. Спасибо. Вы смотрели передачу «Акцент». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.